Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Международный олимпийский комитет утвердил первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения церемонии награждения российских спортсменов на играх в Токио. Ранее ОКР предлагала использовать на Олимпиаде песню «Катюша», однако МОК отклонил этот вариант. Напомним, в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать на крупных международных стартах без использования национального флага и гимна. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года. Московский ЦСКА в гостях со счетом 2-1 обыграл омский «Авангард» в третьем матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Константин Акулов и Максим Шалунов. У хозяев льда отличился Рид Буше. Армейцы повели в серии до 4 побед со счетом 2-1. Напомним, на пути к финалу ЦСКА победил «Спартак», «Локомотив» и «СКА». А «Авангард» оказался сильнее «Автомобилиста», «Металлурга» и «Акбарса». Четвертая игра финальной серии пройдет 24 апреля на льду омского клуба. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Барселоне. Встреча длилась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 6-4, 6-7, 6-4. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в 1/8 обыграл испанца Роберто Баутисту Агута. В данный момент 23-летний Рублев занимает 7-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 побед на турнирах под эгидой этой организации. Ну а на стартах серии «Большого шлема» лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал. Футболисты «Аталанты» на выезде со счетом 1-1 сыграли в ничью со столичной «Ромой» в центральном матче 32-го тура чемпионата Италии. В составе бергамасков результативным ударом отметился Руслан Малиновский. У римлян взятие ворот провел Брайан Кристанте. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук второй матч кряду остался на скамейке запасных. Всего на его счету 25 матчей, 5 голов и 1 ассист. Команда из Бергама набрала 65 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата. «Рома» с 55 пунктами идет на 7-й позиции. В следующем туре «Аталанта» дома примет Болонью, а римляне в гостях встретятся с Кальяри. Перейдем к событиям якутского спорта. Аял Лазарев и Эдуард Григорьев вошли в топ-5 рейтинга Объединенного мира борьбы, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Якутский легионер сборной Кыргызстана Лазарев расположился на 4-й позиции в рейтинге весовой категории до 125 килограмм. Напомним, на прошлой неделе якутянин стал серебряным призером чемпионата Азии. В рейтинге категории до 61 килограмма 5-е место занял легионер команды Польши Эдуард Григорьев, на днях ставший бронзовым призером чемпионата Европы. Сборная Якутии проиграла команде Приморского края в матче второго круга соревнований по волейболу второго этапа спартакиады молодежи России. Встреча прошла под сводами Дворца спорта 50 лет Победы и завершилась со счетом 0-3. Это поражение стало первым для якутян на этом турнире. Ранее они в 3 партиях обыграли сборную Еврейской автономной области. Следующим соперником нашей команды станет сборная Бурятии. Всего на этих соревнованиях принимает участие 6 команд из различных регионов страны. Победитель этапа получит путевку в финал спартакиады, который пройдет летом в Казани. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!